Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, за то, что вы смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на вас и вашего мужчину. И мы посмотрим, как вы на него влияете и как вы меняете его жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя и на него. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ничего себе. Что это у вас тут ворона посередине между вами сидит, а? Хорошая вы пара, но только то ли ссоритесь постоянно, то ли как общего языка не можете найти. Что меня вот эта ворона смущает очень сильно. Ворона направлена в вашу сторону, смотрит на вас. Значит, вам больше всего достается, либо для вас вот вся эта ситуация более болезненная, либо вы болезненно воспринимаете. У мужчины крест, мост, у вас мысли какие-то по поводу всего, что происходит, по поводу отношений с ним, как сомневаетесь, ваш ли он человек, не ваш, хотя у вас в сердце к нему огонь горит. Огонь горит. Ну, давайте пойдем по порядку. Давайте начнем, пожалуй, с вас. Вы либо в таком состоянии меня сейчас смотрите, да, переживания, волнения и мысли путаются. Возможно, мужчина как-то повел себя нехорошо, некорректно. Может быть, вы поссорились накануне. Может быть, он, грубо говоря, вас не слышит, и вас это обижает. Мысли путаются. Как недовольны вы им, недовольны тем, что он делает, либо что он ничего не делает. Может быть, вы понимаете, под чьим он влиянием находится, либо какая-то пустота между вами образовывается, хотя чувство у вас к нему есть, и здесь костер горит у вас, понимаете, большой костер к нему горит. Здесь и страсть, и любовь, и желание идти по жизни вместе с этим мужчиной. Вы как выбрали его себе. Вы, женщина, кстати, очень сильная духом. По здоровью, кстати, хочу отметить, что у вас здоровье, такое, знаете, вы себя поддерживаете, вы собой занимаетесь, вы, может быть, какие-то витамины принимаете, спортом занимаетесь, стараетесь, да, там, соблюдать диету, что-то вредное не употреблять. Но вы такая умничка, знаете, с вас пример надо брать, с вас пример. Кстати, я не удивлюсь, если ваши подруги берут с вас пример. Но вы лучшая. Вот смотрите, в вашем окружении вы самая лучшая. Вот так мне идет. На работе, в коллективе, среди друзей. Вот самое прекрасное, самое лучшее. И люди это понимают, люди это отмечают. Но вы, конечно, очень скромны. Очень скромны. Вы никому никогда не откажете, но при этом вы никогда ни от кого ничего не ждете и никогда ничего не просите. Все привыкли делать сама. Чего хотите, счастья хотите, тепла хотите, семьи хотите. Хотите быть услышанной, да? Хотите, чтобы с человеком идти по жизни и не оглядываться назад, либо не сомневаться в этом человеке, чтобы можно было целиком и полностью довериться. Вот это вы хотите. Для вас главное проявление любви — это доверие между мужчиной и женщиной. Жизнь свою хотите поменять. Вы хотите жить лучше, это похвально, вы умничка. Вы не ждете манны небесной с неба, когда она там на вас просыпется.
и с бубном не пляшете, чтобы вызвать эту ману. Вы работяжка, вы простите за это слово, но я вижу, что вы прям с самых молодых ногтей, да, вы работаете, никому в рот не заглядываете. Вот вам что-то нужно, вы пошли, заработали, купили. Кстати, не удивлюсь, если кто-то из вас еще и помогает своим близким, родителям, может быть, братьям, сестрам. Опять же, дети могут быть у вас. Неунывающая такая, да, со стороны посмотришь, кажется, что вы прям аж светитесь позитивом, энергетикой, хотя не удивлюсь, если по вечерам либо по ночам иногда можете всплакнуть. Всплакнуть, потому что обидно, потому что устаете, потому что не всегда получается то, что вы задумываете, либо не всегда получается так хорошо, как вы хотите. Да, но вы хорошая, вы очень хорошая. Так, что касается мужчины. Мужчина вам в противовес. Он фантазер, он мечтатель, он очень горячий. Он из серии «сначала сделаю, потом подумаю». Да, нет, сначала сделаю, потом буду исправлять свои ошибки. Да, и переделывать по новой, если будет желание. У мужчины 100 пятниц на неделе, он очень переменчив. Он такой, знаете, ну не то чтобы ветреный, скорее как на месте не может долго усидеть, не может сесть и сконцентрироваться. Еще я вижу, что он подвержен чьему-то влиянию. Это могут быть родители, это могут быть друзья, но вот прям конкретно влияют. Он всегда к ним прислушивается. Почему-то ему кажется, что они знают лучше, чем, например, вы, либо он сам. Какая-то вредная привычка у него есть, либо была. Больше кажется, что есть. И была, и есть. Вот, которая вам не нравится, и вы бы очень хотели, чтобы он от нее избавился. А он вам все время обещает, но этого не делает. У него крест на вас идет. То есть он свою судьбу видит только лишь с вами. Либо он уже связал свою судьбу с вашей судьбой. Вы для него судьбоносный человек, да, судьбоносная женщина. Кстати, он на вас сейчас тоже очень обижен. Обижен, обижается. Знаете, какое-то желание у него внутри рождается, вот вам что-то доказать, что-то вам показать, как-то, ну, я не знаю, свое превосходство какое-то там мнимое, да, явить свету. Вот эта ворона мне не нравится. Давайте я лучше на оракуле посмотрю, что это за ворона. Просто интересно, почему такая огромная черная птица сидит между вами и вашим загаданным мужчиной. По вороне может отыграться что угодно, начиная от вмешательства в ваши отношения третьих лиц, заканчивая воздействием на ваши отношения. Да, не ворона, но лиса. Так, вы прекрасная пара, вы идеально смотритесь вместе, вы просто созданы друг для друга, да, для того, чтобы вот вместе свить гнездо, быть такими счастливыми, для того, чтобы любить и радовать друг друга. Но есть в окружении вашим женщина, которая либо страшно завидует, потому что вы вот вместе, да, что у вас любовь, завидует и злится. Вот ей тоже этого хочется. Очень-очень хочется. Эта женщина пытается выдать себя за собаку, за друга. То есть, лиса, представляете, лиса, которая выдает себя за собаку. То есть она говорит: нет, я не лиса, я всего лишь ваш верный друг, я хочу вам помочь. И начинает вносить диссонанс в ваши взаимоотношения. Это может быть как подруга, так и родственница, причем и с вашей, и с его стороны. Да? Кто-то вот прям нагло лезет, между вами лезет. И те конфликты, которые происходят между вами сейчас, они все искусственно созданы именно вот этой лисой-вороной, которая выдает тебя за собаку. Прям зверинец целый образовался.
Здесь нет конкретного желания увести мужчину, да? Здесь нет конкретного желания там навредить вам. Здесь ваше счастье, счастливые ваши глаза и его глаза жить не дают этому человеку, потому что, скорее всего, эта женщина, она несчастна, у нее никого нет, либо у нее личная жизнь не сложилась. И вот она лезет, говорит, ну что это, я несчастная, а вокруг меня все счастливые. Не-не-не, так не должно быть. Будем все несчастные. Да? Сейчас один момент еще хочу уточнить. Опять она выходит. Ну, смотрите, я вот спросила, вы расстанетесь из-за этой женщины? И карты говорят, что все зависит от вас. Потому что вы более импульсивные, либо ваши отношения — это ваша зона ответственности. Да? Именно женщины. Именно женщины решают, будут эти отношения, либо вы, скажем так, расстанетесь, разойдетесь, либо вы сойдетесь, поженитесь, дальше пойдете. Здесь четко показали, что эта ворона от вас отстанет через время. Через время. Вот увидит, что ничего не может поделать, не сможет выдержать вашего счастья, возьмет и сама уйдет. Вот прям скроется. Ну, потому что это больно. Больно видеть счастливых людей рядом с собой, когда ты несчастен. И она уйдет. Просто нужно это время пережить. Надо выдержать это время. И, девочки, именно ваши эмоции, либо ваш посыл, он станет решающим. Чтобы вы для себя понимали. Не дайте какой-то вороне-лисице разбить ваши отношения. Так, что касается мужчины, того, как вы на него влияете. Вы очень положительно на него влияете. Очень положительно. И если взять его сегодняшнего и сравнить с тем моментом, когда вы с ним встретились, это как небо и земля. Небо и земля, понимаете? За это время он очень сильно вырос. Он очень сильно прокачался и в интеллектуальном смысле, и в физическом, и в моральном. Вы его прям тянете вот так за уши, вытягиваете из этих мыльных пузырей, в которых он жил. Вытягиваете для того, чтобы он рос, для того, чтобы он мужал, для того, чтобы он действительно становился мужчиной. Не фантазером перекати поле, а серьезным, стабильным и ответственным мужчиной. Ваше влияние, оно благотворно, невероятно благотворно на этого мужчины. Кстати, если бы не вы, то, возможно, он бы уже во что-то такое ужасное вляпался и выгребал бы все последствия. А благодаря вам этого не случилось. Вы как удачу ему приносите, либо везение. И благодаря вам ему удается просто лавировать среди всяких там искушений, неприятностей, да, всякой грязи и непотребства. Вы какие-то высокие моральные ценности привносите в его жизнь. Может быть, он их отрицает, может быть, он с вами не соглашается, но все это на его подсознании откладывается. И в нужные моменты он всегда слышит у себя на подкорочке ваши слова. Да? Либо начинает задумываться, а что бы вы сказали, а как бы вы к этому отнеслись. Вот, девочки, вот что самое главное. Знаете, это бывают истории про чудовище и красавица, а у вас история про Василису Премудрую, прекрасную Премудрую, и Иванушку Дурачка. Не обижайтесь, конечно, но вот прям идет такая энергетика, я ничего с этим поделать не могу. Вы ведь действительно не только очень красивые, но и невероятно умные. Невероятно. И учите этого мужчину, учите. Так, как вы влияете на его жизнь? Тоже положительно влияете. Хотя я вижу, что у вас достаточно жесткая рука, и он сопротивляется. Он сопротивляется. Ему, конечно, бы хотелось, чтобы была другая расстановка сил. Ему бы хотелось такого, знаете, больше патриархального направления, да, в ваших отношениях, что я, дескать, мужик, я главный, а ты, женщина, знай свое место, да, слушайся меня. Но это, в принципе, невозможно с вами. Невозможно. И, опять же, это неправильно, потому что вы, Василиса прекрасно премудрая, а он Иванушка Дурачок. Ну вот невозможно. Невозможно. Если вы помните эту сказку, да, там этому Иванушке ему всегда везло.
Да? Он попадал в ужасные истории, ему везло. Ему все время кто-то помогал. Да? И без сторонней помощи, ну, навряд ли бы он стал принцем. Но опять же, Василиса прекрасная, премудрая, она его любила, жалела и все ему, грубо говоря, там либо прощала, либо обучала. Вот и у вас такая история идет. Возможно, вы по призванию педагог. Я вот не удивлюсь, если вы педагог, либо работаете с маленькими детками, воспитателем, может быть, работаете, либо любите детей, выросли в семье, где много детей, да, любите воспитывать тех, кто младше, кто нуждается в подсказке, в поддержке. Вот идет такая информация. Либо, если такого не было, девчонки, все равно это хорошо. Почему? Потому что у вас прекрасно идет опыт, навык на будущее, как воспитывать своих детей. Вы на этом мужчине потренируетесь, да, а потом прям вообще никаких вопросов не будет. Очень благотворно вы на него влияете. Вот в венце вас очень здоровски показали. Смотрите, вы оба на крыльях парите, а между вами огромная чаша. А здесь крылья ангела вас соединяют и защищают. Небеса защищают вашу пару. Небеса. И вот законный вопрос. Зачем вам этот мужчина? Для души вам этот мужчина. Для души. Знаете, вы ведь сами не заметили, как в него влюбились. Не заметили, правильно? А потому, что ваша душа его выбрала. Вот просто выбрала из всех, не знаю, тысяч мужчин, с которыми вы там виделись, знакомы. Душа выбрала. Поэтому и такой костер у вас к нему горит. Девчонки, дальше будет больше. Главное вам набраться терпения, не принимать, скажем так, решений, когда вы в стрессе, когда вы на эмоции. И держите себя прям в руках. Держите с этим мужчиной, как с балованным ребенком. Да? Нужно контролировать себя. Не нужно опускаться до его уровня и не нужно рубить с плеча. Это прям категорически запрещается. Если вы еще немножечко потерпите, грубо говоря, да, повоспитываете его дальше, здесь будет замечательный результат. Это как раз из истории я его слепила из того, что было. Да, вы как творец, вы как очень талантливый гончар из этой странной глины, из куска глины лепите невероятно красивого, умного и здравомыслящего мужчину. Знаете, вот есть такие парочки, когда они там всю жизнь вместе прожили, они такие милые, вот они друг друга без слов понимают. Вот как раз похоже очень на вашу историю. Но опять же, здесь все держится на вас. Если психанете, скажете, да зачем ты мне такой нужен, сколько тебе можно тащить, все распадется, рассыпется. Вы очень принципиальный человек. Если вы принимаете решение, то уже до конца. Вот. И поэтому вас и карты показали, да, что все зависит от вас. И если сможете дотерпеть до этого прекрасного момента трансформации и перевоплощения, но этот мужчинка, он станет вашей радостью, он станет вашей надежной опорой. И здесь просто чудесная пара у вас сложится. Мне нравится эта цыпка, она очень позитивная. И смотрите еще, как показали. С вашей стороны у нас прекрасная птица, а с его стороны, видите, волк сидит. Волк. Вы очень классная пара. Вы так идеально друг друга дополняете. Тут я не знаю, как подобрать слова, да, чтобы это все описать. Замечательный. Так, мои хорошие, держите себя в руках, не нервничайте, все будет замечательно. Вы просто созданы друг для друга. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.